ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухтинской музыкальной школе номер 1 непривычно людно для выходного дня. У актового зала толпятся взволнованные нарядные певцы разных возрастов. Кто-то распевается прямо здесь. Тенора, альты, сопрано звучат и из-за дверей классов. У каждого конкурсанта отдельный кабинет для подготовки. Всего около 50 участников со всей республики, и приехали они с одной единственной целью – поучаствовать в «Золотом голосе». Желающих оказалось много. Конкурсы академического вокала – явление в республике нечастое. Идея вообще проведения такого конкурса принадлежит нашему преподавателю, руководителю вокально-хоровой студии, образцовой вокально-хоровой студии Карипановой Светлане Прокопьевне. Так как она занимается уже на протяжении многих лет вот именно этим творческим направлением, и эстрадный вокал, и академический, но как-то эстрадный, мы заметили, в последнее время был более популярный, и конкурсы эстрадного вокала проводятся почаще. Поэтому вот решили эту нишу немножечко восполнить. Среди участников певцы от 7 до 25 лет, всего 5 возрастных категорий. Вокальное мастерство показывают как сольные исполнители, так и ансамбли. В программе у всех 2 произведения разного характера. Причем ансамблям одно из них обязательно исполнять акапелла. Задача непростая, но ребята, по мнению жюри, справляются. Здесь выбирают в основном русские народные песни, а в целом отдают предпочтение бессмертной классике. Исполняла «Розочку» полевую у Шуберта и колыбельную. Их, потому что «Розочку» у меня еще пела моя подружка, у нас был дуэт раньше, и она мне понравилась, и у нас так как идет, был один певец, он ее пел, потом она, теперь я, так получилось. А колыбельную я уже давно пою, и она мне нравится. Впрочем, порой выбирает явно педагог, а не ученик, поэтому возникает проблема, когда произведение исполнителю не совсем по возрасту. Но общее впечатление об уровне конкурса это не портит, опять же отмечает жюри. Вокальное мастерство здесь оценивают компетентные специалисты, председатель судейской коллегии, преподаватель дирижерско-хорового отделения колледжа искусств и руководитель академического хора города Сыктывкара. В общем, хочется заметить, что очень интересно выбраны произведения разном уровне вообще подготовки. Все ребята и мальчики очень хорошо, что мы видим здесь юношей и мальчиков на выступлении. Поэтому очень хорошо. Я так рада, что вы сделали свой такой, Ухта сделала свой такой интересный конкурс, свой городской такой. И что он открытый, что, пожалуйста, приезжайте к нам все, кто хочет помериться силами, кто хочет показать свое мастерство, свой талант. И это просто прекрасно. Победителей выбирают из каждой возрастной категории, ведь уровень представлен разный, от учеников музыкальных школ до студентов профессиональных учебных заведений, например, Сыктывкарского колледжа искусств. А вот критерии оценок для всех едины: профессиональный уровень вокалиста, его соответствие выбранному произведению, эмоциональность и даже внешний вид. Самое главное, чтобы это органично совмещалось и подавалось. Именно тогда видно сразу – номер сложился.